Ни один человек за всю историю не добился ничего великого, не породив этого сначала в своей голове. Это высказывание американского автора Наполеона Хилла трудно оспорить. Уверена, что и для многих предпринимателей на пути к успеху первый их шаг – это идея. Та идея, которая смогла бы изменить жизни многих людей к лучшему. Мира и милости вам и вашим близким, дорогие телезрители. Ассаляму алейкум. В эфире передача «Цена успеха» и я, Лисан Бариева, предприниматель и бизнес-блогер. Сегодня у нас в гостях Эльза Хуснутдинова, основатель проекта обучающих кукол «Моя Амина». Ассаляму алейкум, Эльза. Алейкум ассалям, Лейсан. Эльза, вы по профессии юрист. Почему вы решили оставить эту профессию? Тяжело ли было вам принимать это решение и поддержали ли вас ваши близкие в этом решении? Хороший вопрос. На самом деле профессия юриста, она очень интересная, очень разнообразная, и мне удалось там достичь определенных успехов. Но когда ты ходишь по судам в темно-сером пиджаке, в белой рубашке и в черной юбке, мне всегда с восхищением смотрела на женщин, на девушек, которые ходят в красивых платьях, в цветочек, там, в горошек, с красивыми платками, которые занимаются чем-то женственным, легким, летящим. И мне очень хотелось тоже таким заниматься. Но я не знала, как это делать, потому что я училась на юриста, работала юристом там, и так далее. И поэтому мне всегда хотелось заниматься чем-то таким легким. И постепенно я пришла к тому, что я хочу оставить уже юридическую деятельность и заниматься женским бизнесом, чем-то очень полезным для общества, для детей. И для меня этот шаг был несложным, а скорее таким, я к нему пришла само собой. Я к нему пришла постепенно и осознанно. Со стороны близких было воспринято очень положительно. Уже со студенчества я сама принимаю решения, я привыкла к самостоятельности, и мои родные близкие к этому отнеслись как к данности, приняли, пожелали успехов, сказали, что поддержим, чем можем. Мы сейчас как раз находимся в том месте, где рождаются наши куколки. В этих стенах приходят нам идеи на новые проекты, на новые дизайны платьев, платков. И как раз сегодня я хотела вам показать, как это все происходит. Если речь идет о наряде куклы, то наряд куклы, он рождается в процессе его создания. То есть нет никакой заранее идеи создания конкретной модели, конкретного дизайна наряда. Он рождается во время его шитья. То есть какая ткань лучше подходит к этой кукле, какой цвет платка подходит к этому платью, какой лучше подобрать кружево, цвет ниток, дизайн. Я идейный вдохновитель. То есть куклы — это мой личный проект, я его придумала, я организовываю все процессы, поиск швей, поиск расходных материалов, помещений, реклама, маркетинг — это все от меня. В команде есть еще моя мама, она у меня швея, она шьет суперские наряды, мы шутливо называем ее креативным директором, то есть если какие-то идут новые фасоны платьев, жилетов для кукол, хиджабов, то это все идеи моей мамы. Нюансов на самом деле их не так много. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что ткань, например, прозрачная, приходится там дошивать подъюбник. Это не всегда видно, когда ткань в рулоне, а когда начинаешь уже раскраивать, даже более того, когда уже одеваешь на куклу, оказывается, что, например, выделяются какие-то пропорции тела или ткань прозрачная, просвечивает там нижнее белье. Приходится такие моменты сразу заделывать, либо делать дополнительные юбки какие-то, либо подбирать другую ткань. У нас есть вязаные куклы, их стоимость 2200, там есть небольшие. Куклы «Моя Амина», которые говорящие, читающие Коран, их стоимость от 3000 рублей, в зависимости от наряда. Есть свадебные шикарные наряды, эксклюзивные, там расшиты бисером, с разными Сваровски, они уже подороже идут.
А как пришла идея создавать такие куклы? Отголоски из детства? Нет, совсем не отголоски из детства. В моей деятельности мне приходилось открывать детский центр для детей. Мусульманский, это был мусульманский детский центр. И на его примере я увидела, как хорошо дети воспринимают знания именно в детском возрасте, насколько это хорошо им ложится. И поэтому это осознание я применила в работе с детским центром. В последующей уже жизни, при общении с подругами, я обратила внимание на то, что дети мусульманок, соблюдающих мусульманок, играют с куклами не мусульманками, если мягко выразиться. И вот сопоставив эти наблюдения, вот этих непропорциональных кукол и о том, что дети с детства очень много впитывают, в игре очень много учатся. И поэтому, само собой, как-то пришла такая идея, почему бы не сделать куклу-мусульманку. Я так прикинула, что это может быть кукла, что это вот она будет в хиджабе, что у нее будет красивое лицо, у нее будет пропорциональное тело. И я подумала, почему это бы не сделать мне, раз это никто не делает. Я промониторила интернет, таких кукол нет. Есть только некоторые девушки на дому делали хиджабы для Барби. Ну, так сказать, не очень хорошего качества, не очень хорошего там фасона. И мне пришла вот идея сделать куклу-мусульманку. Потом в процессе общения, опять-таки, с подругами, так я ходила, думала над этой идеей, и мне пришла мысль сделать куклу говорящей. Потом, естественно, я начала думать, а что она будет говорить и так далее. Вот сначала первая кукла появилась, 15 мусульманских фраз. Там она говорит «Альхамдулля», там «Ассалям алейкум», «Аллах акбар». Потом мне показалось это слишком простым. Начали спрашивать, а суры куклы читают? Я говорю, нет, не читают, только фатиху. Потом вот пришла идея сделать говорящих кукол, вот, которые читают суры из Корана, дуа для намаза. У меня есть кукла, которая читает 25 молитв, там, что нужно говорить при входе домой, что во время Рамадана, после сухура, ну, различные молитвы, которые дети могут выучить, играя с куклой. Машаллах. Эйза, был ли у вас предпринимательский опыт и с какими трудностями вам пришлось столкнуться при открытии своего дела? Очень хороший вопрос. Как я уже упоминала, у меня был опыт от открытия детского центра мусульманского. И у меня был опыт также, я начинающий дизайнер мусульманских платьев, я отшивала 3 коллекции мусульманских платьев. Проблема была одна и та же. Эти 2 бизнеса предполагали очень большой вклад времени. Если ты занимаешься детским центром, то там постоянная работа с родителями, постоянно с проверяющими органами. Но дети — это большая ответственность. Вот. Я не смогла совмещать столько проектов одновременно, и поэтому от детского центра пришлось отказаться. Также произошло и с мусульманской одеждой. Я не хотела делать что-то простое. Если уж делать, то на уровне. А если делать на уровне, то надо жить этим делом. Надо ходить в бесконечное количество выставок, показов и так далее. Ну вот в этом плане тоже я не могу себе позволить столько времени отдавать бизнесу. Спасибо. Бывали ли у вас моменты отчаяния, что у вас не получится? Ну, было несколько таких моментов, когда был просто упадок в бизнесе, так скажем. И сначала я переживала, а потом я поняла, что в любом бизнесе есть свои подъемы, есть спады, есть сезонность там, и так далее. Просто мое окружение, мои близкие в моменты спада меня поддерживали и говорили, все будет. И в эти моменты спада я научилась их принимать и использовать их во благо своему проекту. То есть в этот момент затишья можно придумать что-то новенькое, можно подкорректировать уже созданное, ну вот как-то так. И в конце концов посвятить время себе. Пока у тебя бизнес там немножечко стоит, можно походить, попутешествовать. Вот я использую это так. Вы сказали, что семья вас поддерживала. Что еще помогало вам справляться с такими моментами? Кроме семьи, мне всегда помогает Всевышний. Он всегда открывает мне все дороги. Альхамдулилля, я так благодарна. Я люблю говорить, что ни один человек в моей жизни не появляется просто так. Когда я работала, например, отделом кадров
даже люди, которые приходили устраиваться на работу, сейчас мне как-то в жизни пригождаются. Я где-то их встречаю, где-то как-то они мне то ли советом, то идеей, то контактами, то ну, различную пользу приносят мне в жизнь. И поэтому вот я считаю, что ну, так и есть. Всевышний направляет мне постоянно каких-то людей, какие-то проекты, идеи, и я просто иду вот как за ручку. Меня просто Всевышний ведет по интересным местам. Мне главное не отказываться, всегда говорить «да». Как вы считаете, за что родители ценят куклу Амину и чему они отдают предпочтение, когда покупают вашу куклу? Родители всегда стараются дать своим детям самое лучшее, самое нравственное. Любой родитель хочет самое качественное дать своему ребенку. Любой родитель хочет, чтобы ребенок вырос достойным человеком. Кукла моя Мина, она как раз-таки помогает детям, дает пример ребенку нравственного одеяния. Она помогает выучить суры. То есть это то, что как раз родители искали. Поэтому в кукле моя Амина родители находят то, что они хотят дать их детям. Ассаляму алейкум, Наргиза. Меня зовут Амина. Давай вместе выучим слова поминания Аллаха. Повторяй за мной. Когда проснешься, скажи Альхамдулиллахи лази ахьяна ба'дама аматана ва илейхи нушур. Перед едой нужно сказать Аллахумма барик лана фиhi ва ат'имна хайран минху. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. Альхамдулиллах. Насколько я знаю, вы уже расширили свой ассортимент. Что еще вы производите? У нас недавно появились куклы-мальчики. Кукла-мальчик также читает суры из Корана, там 11 сур. Появилась машинка. Сегодня только, альхамдулилля, закупилась машинка. На машинке тоже читает суры. Есть маленькие вязаные куколки ручной работы полностью, они без лица. Некоторые вот мусульмане предпочитают кукол без лица, поэтому такое тоже в ассортименте есть. У нас еще есть несколько интересных проектов, но я пока про них не скажу. Хорошо. А как выстроена работа в команде? Вы сказали, что у вас есть швеи. Удается ли вам делегировать часть своих функций или вы предпочитаете держать под контролем своим? Очень сложно делегировать для меня, но я этому постепенно учусь. Я уже поняла по жизни, что если хочешь сделать хорошо, сделай сама. Но на все время не хватает, и есть люди, которые более профессионально делают какие-то направления. Поэтому вот с недавнего времени, 2 месяца назад, у меня появился СММ-специалист, работает с соцсетями, с клиентами, которые через онлайн приходят. Вот это я смогла пока делегировать, а остальное пока все сама. Вы являетесь членом департамента женского подразделения Ассоциации предпринимателей мусульман. Как вы думаете, много ли мусульман сейчас думает о том, чтобы открыть свое дело и занимается своим делом? Могу сказать за предпринимателей женщин-мусульманок. Очень много, очень большой спрос. Очень много активных мусульман, которые хотят уже принести пользу, но пока скромничают. Многие сидят по домам, какой-то свой мини-бизнес, там тортики, кто-то мехинди делает, завязывает платки. Все очень осторожно пока выходят из своей зоны комфорта. Вот. И этот департамент предпринимателей женщин АПМ РФ как раз призван очень мягко вести женщин к развитию своего бизнеса. Мы друг другу помогаем. У нас дружный джемат женский, именно из женщин-мусульманок. Мы стараемся друг другу помочь. Кто чем может быть полезен. Кто-то ведь печатает визитки, а кому-то нужны эти визитки. И поэтому мы стараемся их соединить для того, чтобы была взаимная польза и взаимная выгода. Угу. Эльза, как вы думаете, какая поддержка нужна женщине при открытии собственного дела, и нужна ли в принципе эта поддержка? Поддержка, безусловно, нужна.
Если не считать, м, если не считать поддержку и помощь Всевышнего, то обязательно нужна поддержка семьи, особенно мужа. Если муж не поддерживает, то очень сложно что-то начинать. Я это тоже на себе почувствовала. Муж сначала был нейтрален к моему бизнесу, но потом как бы понял, что мне необходима его поддержка, его участие, содействие. И сейчас, альхамдулилля, он так меня хорошо поддерживает. Это очень сильно помогает идти дальше, развиваться. Если бы к вам сейчас обратилась женщина, которая хочет открыть свое дело, что бы вы ей посоветовали? С чего начать? Я бы посоветовала бы сначала сесть, успокоиться, подумать, хочет ли она это делать, то, что она собирается делать. Либо это какое-то навязанное мнение чье-то, может, подруг или родственников. Хочет ли она именно этим бизнесом заниматься. Мне помогли, например, женские тренинги по самооценке, по понятию себя. Я потому что тоже не сомневалась, чем мне заниматься, собственным бизнесом или пойти там в кадастровую палату бумаги перебирать. И вот женские тренинги мне помогли, как бы понять свою нишу и остаться в ней. То есть я бы посоветовала женщине, которая хочет открыть свой бизнес, сесть, успокоиться, понять, нужно ли ей это действительно, хочет ли она чем-то жертвовать ради своего бизнеса, что она может, сколько времени она может этому посвящать, и действительно ли ей это нужно. Эльза, а ставите ли вы для себя долгосрочные цели? Допустим, а где будет кукла Амина через 10 лет? Иншаллах, может быть, братья и сестры разойдутся по стране, по миру миллионными тиражами. Иншаллах. Иншаллах, я знаю, что надо ставить эти цели, прогнозы на год, на 3, на 5. Я вот себе уже в ежедневник написала, что надо распланировать срочно. Но пока это не сделала, поэтому, наверное, пока еще немного миллионы тиражи. Как только сделаю, иншаллах, сразу. Хорошо. Эльза, какова цена вашего успеха? В принципе, я уже говорила, мне все дается легко. Как Всевышний мне все дает без проблем. Поэтому я не могу сказать, что какая-то прям есть цена, чем-то я жертвую. Но у меня есть постоянное чувство того, что где-то еще есть какой-то проект или есть какая-то проблема, которую еще нужно решить. И я чувствую свою ответственность за решение этой проблемы. Вот такая цена успеха. И в конце, по традиции, я хотела бы провести небольшой блиц-опрос. А большая просьба отвечать не раздумывая на эти вопросы. Качества, которые вы больше всего цените в мужчине? Умение услышать свою женщину, умение ее поддержать. Это главное для мужчин, на мой взгляд. Где вам хотелось бы жить? Мне хотелось бы жить в отдаленном от городской суеты доме, большом доме красивом, где-то в лесу. Ваши любимые герои в реальной жизни? Честно, вот положа руку на сердце, любимые герои — это у меня Рустам Нургалиевич Миниханов и Ментимер Шарипович Джамиев. Это действительно настолько крутые люди. Они столько всего сделали для республики нашей, столько от них можно черпать вдохновение. Альхамдулилля, это очень большой вклад в развитие Татарстана. Я действительно очень горжусь, что я живу в этой республике, и такие у нас лидеры. Кстати, к слову сказать, призыв Рустама Нургалиевича к сохранению татарского языка, татарских культурных ценностей меня вдохновил еще на один проект. Уже, иншаллах, к Рамадану у нас выйдет новая кукла татарка. Больше ничего не скажу. Тоже этот, иншаллах, будет очень интересный проект. Поэтому жду следующее интервью уже с новой куклой. Спасибо, что поделились секретом. И ваше состояние духа в настоящий момент? В настоящий момент я чувствую какое-то нарастание радости. Может быть, это связано с наступлением весны, может быть, это связано с вхождением в мою жизнь новых проектов. Я сейчас еще участвую в проекте республиканского ифтара. В этом году у нас будет на 5000 мужчин, на 5000 женщин.
Это первый женский ифтар будет. Я в этом проекте участвую. Еще мы делаем международную бизнес-школу исламских финансов. То есть столько интересных проектов вокруг меня, все по нарастающей растут. Новый проект вот «Кукла-татарка», и поэтому у меня такое состояние внутренней радости, какого-то роста, пробуждения. Ну, альхамдулилля, вот так. Эльза, спасибо вам большое за сегодняшнюю нашу беседу. Я думаю, многие женщины услышали вас, себя и получили поддержку. Иншаллах. Была рада быть полезной. И большое спасибо за приглашение. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Сегодня у нас в гостях была Эльза Хуснуддинова, основатель проекта обучающих кукол «Моя Амина». Цена успеха Эльзы. Все время чувствовать ответственность, что где-то есть проблема, в решении которой она тоже может принять участие.